стекает. Так, где я тут останавливался? Фотосессии надо сделать. Наверное, вот здесь вот, да, сейчас станем. Так, ну что, поехали дальше. Едем теперь в Красную Поляну. Ну это уже, да, вот сейчас начинается уже Красная Поляна. Космические виды, просто обалдеть виды. Да, виды просто супер. Шикарные виды. Заправку ехать приспичило. Хорошо идем. Эх, лес закрывает горы. Так, вот заправка, но это нас заправка не интересует. Нас интересует заправка. Ой. Нас интересует заправка другая, которая в Красной Поляне. Блин, тут грязно. Продолжение велодорожки.
Пропустил, молодец. Так, ну а тут уже велодорожка заканчивается. Хватит балдеть. Выезжаем на асфальт. Ну вот по правой стороне можно, в принципе, ехать. На подъем 40 втопил. Капец. Вот это затащил. 40 на подъем. заправки уже. Сейчас ходим в Тубзилет. Может, выпьем кофе и поедем домой. Ой.
Ой. Здравствуйте, здравствуйте. Наше место не занято. О! Все, сейчас пойдем сходим, попьем кофе, мофе. Кофе, мофе, коктейль. Маленький стаканчик бахнем. Где наш ключ этот? Вот он. От аккумулятора. На всякий случай кинем в карман. О! Так, ну что, выезжаем с заправки. Красная Поляна. И едем в Адлер. Ветерок. Отсюда 40 километров в Адлер. Свет подключить.
А ветер такой теплый. Идем. I'm
40. Деление пропало. Подъемчик. Пошел подъемчик. На подъем идем 27, 26, 25. 25 идем, да. На подъем. Он еще велосипедист. Шоссейник. Я как-то на шоссейнике ездил, но это было лет, сейчас скажу сколько, так, 10 лет, 20 назад. Тогда еще не было особо... Нет, горные велосипеды были, но особо выбора не было. Тяжело было привезти, а то, что продавали здесь, это особо так было. Ну, выбора не было. И вот у одного там парня был шоссейник, руль такой, ручки вперед надо было сильно наклоняться. Колеса не помню сколько, какого размера они там были. Ну такие тоненькие. Вот. И вот он мне давал прокатиться. Ну, конечно, он быстрый, да. Ну, по асфальту так это все. А потом батя привез с братом нам велосипеды из Нидерландов. Грузовой машиной купил там и на вот грузовике их сюда привез. Горные велосипеды, не двухподвесы, а обычные хардтейлы. 18 скоростей, помню, было. 3 звезды спереди. И сколько-то там звезд сзади. Вот. Это я учился в школе. Это был где-то класс 9, 8, вот так вот. Ну, я на нем катался, блин, помню. С одного города в другой ездил там. С одного микрорайона в другой. Но на дальнее расстояние я на нем не ездил. Ну, может, максимум там километров, может, 20. Еще я там в школе учился. Но это было, конечно, кайфово. На то время особо горных велосипедов особо ни у кого и не было. Вот. Это 20 лет назад, даже чуть больше. Да, тогда особо в магазинах даже особо их не продавали. Ну, может, там
парочку там. И то такие там самые типа простые. А батя нам именно привез за границы такие нормальные. Вот. И я еще помню тогда телефоны были, сенсорных телефонов еще, по-моему, не было, кнопочные были. Я еще помню тогда музыку слушал, катался так по месту, музыку слушал в плеере, тогда еще плееры были модные, в плеере, наушники, беспроводных еще тогда вообще не было. Диски вот покупали, ставили в плеер и слушали. Да, блин. 20 лет назад, капец. А сейчас и беспроводные наушники, и вся музыка в телефоне. Колонки. Раньше колонок особо не было. Велосипедов сейчас с этих стока, блин, горных, какие хочешь. И, кстати, раньше двухподвесов, по-моему, вообще не было. Это их потом начали делать. Ну, может, и были где-то там за границей, но к нам их не привозили. Это была, может быть, вообще там редкость. Вот, Шевежепся. Видочек, да? Суперовский. А вправо тоже супер. А сейчас, да, какие хочешь. Хардтейлы, двухподвесы, скоростей разных мастей. Электро сейчас вообще пошли в моде. Раньше выпускали электро с 400 батареей, нет, 425 батарея, потом 400 батареи начали делать, потом 500, потом уже пошли вот 625, а сейчас вот уже много марок велосипедов делают 750 батареи. Что-то меня поскрипывает. А, ну надо сейчас тише сделать, послушать. Где она? Скрипит собака. Где-то поскрипывает. Тоннель, но это еще не самый длинный. Да, где-то скрипит собака. Ну и ладно.
туннельчик. Туннельчик, туннельчик. Топим. Идем. Хорошая скорость 40. Подъем, подъем. Вантовый мост, он Кепша. Что-то повезли. Вот, заезжаем сейчас в самый длинный тоннель. Он получается напротив Вантового моста. Я все никак не могу запомнить. Да. А здесь холодно.
Фух, капец. Холодина такая там в этом тоннеле. А здесь тепленько. Тут. Но здесь чуть теплее уже, да. Ближе к Кадлеру будет теплее. Где-то плюс 15. Где-то так. Тук-тук-тук. Так я и не съездил по старой дороге. Ладно, в следующий раз приеду. Надо будет по-любому съездить старой дорогой. Красота. Это сейчас будет смотровая. Ну да. А время сколько у нас? 3:20. Монастырь направо. Сейчас заедем на смотровую, не в монастырь, а на смотровую. Кстати, если бы у меня было меньше заряда батареи, я бы ехал на МТБ. И на МТБ не так быстро, не такая скорость, как на турбо. Вот. Так что Озон, ничего себе. Озон эти везде. Вайлдберрисы, Озоны в каждом. Не то что в городе, а в каждом поселке, даже в селах есть. Ну что, заскочим на смотровую. Собачка сидит, смотрит. Сейчас заскочим. И собаки. Привет. Как дела? Ничего нету.
Ничего нет у меня. Собакин.